Зрителей премьера собрала достаточное количество. И неудивительно. Взрывные и яркие анонсы фильма не смогли не затронуть любопытство дагестанцев как молодого, так и более опытного, рассудительного поколения. Независимо от возрастной категории, внимание зрителя экран приковывал каждой репликой и мимикой героев. Никто не учит их жить как надо, по-настоящему. Твои дружки говорят, что настоящий мужчина должен выйти на джихад. Автором сценария и режиссером фильма является руководитель продюсерского центра МРИС Продакшн Михаил Попов. Как делится сам задумщик, в основу сценария фильма легли реальные события. Экранные образы героев – это обманутые ребята, по тем или иным причинам ставшие на путь беззакония. Подбирать их, пожалуй, было самым сложным, делится автор. Многие из актеров пошли на огромный риск, выйдя на сцену съемочной площадки. Фильм состоит из двух частей – документальная и художественная части. Все снималось здесь, в Дагестане, все актеры местные, ребята, никого не приглашали, чтобы не было видно какой-то постановки. То есть каждый из наших героев, он, по сути, на экране играл самого себя. То есть какой-то такой актерской игры не было. А сложности были те, что многие актеры отказывались участвовать в съемках, потому что им поступали угрозы. Приходили, отговаривали родственники, поэтому вот те ребята, которые согласились участвовать в фильме, они на самом деле сейчас достаточно сильно рискуют. В июне мы планируем начать, продолжить, работу над документальной частью. То есть там будут расследования теракта 3 мая, последние спецоперации, которая несколько дней назад была. То есть к сожалению, те события, которые не прекращаются здесь, будем тоже их дорабатывать. Главная роль легла на плечи друга Михаила Попова, чеченца Кюруза Байраева. В течение всего фильма, по воле обстоятельств, главный герой встречает перечень личностей, пытающихся тем или иным образом повлиять на судьбу героя. Если ты мусульманин, стань муджаидом. Только тогда мы сможем с оружием в руках донести слова. Знал, это обязанность мусульманина, как и намаз. У нас нет другого пути, Курбан. Ты силой заставишь людей быть лучше и чище, чем они есть сейчас. Назови мне хоть одну страну, которая жила бы или живет сейчас по шариату. Исполнитель же главной роли с позиции своего экранного героя полностью согласен, ведь это положительная единица общества, не сбиваемая с верного пути. По мнению Кюруза Байраева, положение республики сегодня просто обязывает хотя бы подобным образом, но изменить общество Дагестана, такой красивой и многонациональной республики. Все операторы мне предложили сыграть главную роль, я согласился. Мы в основном снимались в горных районах, в Хунзахском районе. Там горы красивые были, горы, свежий воздух, там водопады, там красивые места там. Результат премьеры оправдал все ожидания. Девушки и парни, молодежь и опытное поколение. В один голос каждый из зрителей заявил, что этот фильм именно то, что должно наконец-таки повлиять на общество Дагестана. Мне очень понравился фильм. Я считаю, что надо побольше таких фильмов снимать и показывать нашей молодежи, особенно ребятам. Очень познавательно, и много очень мы хорошего увидели, узнали. Фильм как раз снят таки в тему, о проблеме Дагестана, вернее, о той проблеме, которая в Дагестане происходит, о той насущной проблеме, проблема ваххабизма у нас в Дагестане. И, честно сказать, я считаю, что такой фильм он очень полезен для нашей публики. То, что пропагандируется данный фильм документально, о том, чтобы молодые люди все-таки задумывались, на какой путь им становиться. Хороший фильм, очень актуальный. Нам очень понравилось. Спасибо большое, мы задумаемся. Подумаем. Я могу сказать, что впервые я увидел, что открыто и внятно что-то пытались сказать о ситуации в Дагестане. Я имею в виду молодежь, ассоциация с молодежью. Это очень сложный вопрос, и видно было по фильму, что очень сложно это. Тут нет однозначных ответов на это. Это жизнь, и это судьбы людей. Поэтому все очень тяжело. Впечатление достаточно, я бы сказала, и тяжелое, и тягостное. Единственное, могу сказать, что фильм необыкновенно актуален. Он очень нужен. У нас уже есть жизненный устой, у нас уже есть своя позиция, наконец. Мы уже понимаем, что хорошо, что плохо. Четко, понимаете, почти без полутонов. А у ребят этого нет.
Каждый может, любое движение неправильно, они уже могут, могут склонить, ну и так далее. И такие фильмы, они очень нужны. Светлана Курбайтаева, Наида Блуагабова, телекомпания ТБС «Каспийск».